Уважаемые коллеги, приветствуем вас на заключительных мероприятиях первой части нашего хакатона. И сейчас мы приглашаем вас на проектную сессию «Погружение в дизайн мышления». То есть буквально несколько минут мы посвятим тому, чтобы рассмотреть, что такое дизайн мышления, как оно применяется в образовании, и затем поговорим о тех проектных задачах, которые мы для вас предлагаем, и о тех проектных группах, в которые мы предлагаем вам включиться. Итак, дизайн мышления, что это такое? По своей сути, дизайн мышления – это такая точка зрения на мир, такая позиция, которая нам необходима для того, чтобы преобразовывать и организовывать пространство вокруг себя. То есть можно сказать, что дизайн мышления – это способ решения задач, ориентированных в первую очередь на интересы пользователя, на интересы человека. И этот метод, который применяется для создания продуктов и услуг, ориентированных на человека. При этом отличительными особенностями дизайн мышления являются глубокое погружение в опыт пользователя, фокусировка на индивидуальных сценариях для каждого пользователя, их поведения и действия, и экономичный и итерационный подход к разработке проектов. Предложил идею дизайн мышления еще в 1969 году в книге «Науки об искусственном» Герберт Саймон. А позже этот подход, который основан был на наблюдениях, экспериментах и быстрых изменениях, проник в менеджмент. И в 90-х годах Дэвид Келли основывает свою компанию, официальной доктриной которой провозглашено дизайн мышления. Приведем пример одной из компаний, которая применила дизайн мышления в своей практике. Ну, представьте себя, что вы маленький ребенок, и вам нужно пройти МРТ-обследование. МРТ-сканер такой огромный, все в нем стучит, причем неожиданно, замкнутое пространство, да, вам нужно лежать неподвижно. Это страшно не только нам, взрослым, но, конечно же, и детям. И исследователи, которые занимались этим проектом, решили проблему геймификации для детей. В госпитале Питтсбурга в каждом кабинете и в каждом кабинете, где стоит МРТ-сканер, существует своя история. Да? В одном кабинете это путешествие на корабле пиратов, в другом кабинете это путешествие на ракете, либо путешествие в подводное царство русалочки. Ну вот обычно сканер выглядит очень пугающе, но не здесь, да, не в этих кабинетах. И теперь дети уже ждут не дождутся такой процедуры, потому что они принимают участие в интересных приключениях. Да, это привело к тому, что маленьким пациентам пришлось уже давать успокоительное на 19% реже. И все это без переделки дорогостоящего аппарата. То есть именно здесь компания, производящая обследование МРТ, она применила метод дизайн мышления. Итак, в чем заключается суть метода дизайн мышления? Дизайн мышления включает в себя 6 основных этапов. Это эмпатия, фокусировка, генерация идей, выбор идеи, прототипирование и тестирование. При этом каждый этап он относится либо к дивергентной, либо к конвергентной фазе. Дивергенция предполагает расширение угла зрения. Да, мы должны собрать все находки и идеи и найти множество решений одной какой-то конкретной проблемы, а затем следует конвергенция, то есть сужается фокус и выбирается приоритетная идея, которая проверяется и дорабатывается на следующих итерациях. Коротко рассмотрим смысл каждого из этапов. Так, первый этап – эмпатия. На этом этапе мы проявляем способность выслушать, буквально влезть в ботинки другого человека и понять его чувства, его движения, его поступки. То есть на этом этапе нам важно понять мотивацию и причины поведения людей, для которых мы что-то будем придумывать, что-то будем разрабатывать. Да? На этом этапе мы выявляем, слушаем, наблюдаем, исследуем. И используются различные инструменты. Да? Для выявления, например, карта стейкхолдеров. Когда мы с вами слушаем, мы используем глубинное интервью либо экспертное интервью, наблюдаем в контексте и используем метод Мокасины, исследуем в виде вторичных исследований и исследованиях аналогов. На втором этапе происходит фокусировка. На этом этапе мы обрабатываем информацию о жизни людей, выделяем проблему, с которой будем работать, и смысл этого этапа заключается в том, чтобы сформулировать вопрос для решения. На этом этапе команда проекта собирает наблюдения по итогам исследований, проводимых на первом этапе, и объединяет их в шаблоны для групповой работы. Итак, на втором этапе мы с вами собираем, анализируем, ищем связи, формулируем. Используем для этого разнообразные инструменты. Третий этап – генерация идей.
Это режим, когда мы с вами придумываем наши основные идеи. И для того, чтобы этот этап был успешен, мы исключаем критику, создаем обязательно позитивную атмосферу, собираем игроков из разных отделов, и очень важно, все записываем, все фиксируем. То есть мы обращаемся на этом этапе к проблемам, к инсайтам, к точкам зрения предыдущего этапа, которые могли бы лечь в основу проектирования новых решений для пользователей. То есть здесь мы на этом этапе работаем в команде, предлагаем решения, вдохновляем, и затем переходим к четвертому этапу. На четвертом этапе происходит выбор идеи. Ну, как правило, да, все идеи кажутся нам крутыми, пока с реальным жизненным миром мы не столкнулись. И вот именно четвертый этап помогает нам просеять эти идеи через фильтр, чтобы отобрать те, которые окажутся реально жизнеспособными. Отбираем лучшие идеи с точки зрения полезности для человека, с точки зрения ценности для бизнеса, ну, в данном случае мы говорим об образовании, да, для образования, и с точки зрения технической реализуемости. То есть на этом этапе мы оцениваем идеи, отбираем наиболее лучшие и голосуем. Да? Выбираем большинством. Пятый этап – это прототипирование. То есть на этом этапе мы создаем макеты самых перспективных идей, которые дальше мы можем проверить через простые и быстрые тесты с пользователями, поскольку простой прототип расскажет нам больше, чем мы могли бы представить. И именно такой прототип поможет нам найти верное решение и не потерять в дальнейшем деньги. Ну вот вы видите, на картинке представлен макет мобильного приложения для телефона. Да, такой прототип в бумажном варианте. То есть на этом этапе мы можем использовать бумажное прототипирование, думаем руками, можем воссоздавать, да, какие-то идеи, это будет прототипирование опыта, можем визуализировать, это может быть видеопрототипирование, и моделируем, например, с помощью конструктора Lego. Далее, последний, шестой этап – это тестирование. Мы предлагаем наши прототипы пользователям, спрашиваем, что им нравится, что не нравится, почему. Ну, часто этот этап разочаровывает, но экономит ресурсы. То есть это этап ошибок, этап новых знаний. На этом этапе команда должна узнать о том, что большинство представленных пользователю гипотез, как правило, не работоспособны, и совершить итерацию. То есть мы должны составить список улучшений, а дальше разрабатывать новые, более эффективные и полезные решения. То есть на этом этапе мы наблюдаем, спрашиваем пользователей, вовлекаем. Важный момент дизайн мышления – это итерации. Именно итерация является основой хорошего дизайна. То есть на каждом этапе мы можем возвращаться к предыдущему этапу, мы должны это делать, и помнить о том, что разработка – это постоянный процесс, и при этом повторять мы можем как весь процесс, так и его отдельные стадии. Как же мы сами можем использовать дизайн мышления в образовании? Ну, вот здесь представлена парочка примеров. Первый пример, который, в принципе, с которым каждый из вас может столкнуться, да, проблема. Как сделать пространство класса более интересным, привлекательным и комфортным. На этапе эмпатии ставим проблемный вопрос, собираем информацию, можем, например, познакомиться с опытом других педагогов, можем провести опрос наших пользователей, учеников, родителей, других педагогов. И здесь нам очень важно погрузиться в пользовательский опыт и сформировать список пожеланий и потребностей. А фокусировка в данном случае предполагает систематизацию полученной информации. Мы выделяем главное и формулируем задачу. Ну, например, ребята отмечают, что им не хватает пространства, где можно уединиться, посидеть, полежать. И тогда наши задачи будут именно вот организовать такую зону в нашем классе. Далее, на этапе генерации идей мы набрасываем идеи. Для этого можем привлекать других участников, детей, можем педагогов других привлекать. И определяем критерии выбора наиболее подходящих идей и осуществляем выбор. Далее, на этапе прототипирования создаем прототипы, оформляем в виде конкретных решений. Это могут быть, например, рисунки, это могут быть фотографии, которые мы нашли, например, в интернете. Можем вещественным моделированием воспользоваться, да, создавать конструкции из стульев, подушек, тканей и так далее. И затем на этапе тестирования проверяем наши прототипы на практике, получаем обратную связь и рефлексируем полученный опыт. И, конечно, улучшаем наши прототипы, и затем уже на последнем шаге создаем готовое решение. Вот таким образом мы можем применить дизайн мышления для того, чтобы сделать пространство класса более интересным, привлекательным и комфортным. Еще один пример. Это уже для управленцев, для руководителей образовательных организаций. Например, возникает проблема, как ускорить процесс освоения педагогами новых технологий в образовании и делиться своим опытом. На этапе эмпатии ставим проблемный вопрос,
Собираем информацию, наблюдаем, задаем вопросы. Можем, например, провести интервью представителей других школ. Этап фокусировки включает систематизацию полученной информации. Мы составляем портреты пользователей, наших педагогов, можем оценить трудности, которые они испытывают от взаимодействия друг с другом, выделяем главное, формулируем задачу. Например, можем прийти к такой формулировке. Служба поддержки учителей, работающих с технологией смешанного обучения, в которую приятно обращаться. На этапе генерации набрасываем идеи, определяем критерии выбора наиболее подходящих идей и осуществляем выбор. На этапе прототипирования оформляем идеи в конкретные решения уже на уровне прототипов. Например, можем прописать сценарии для разных ситуаций, можем сделать прототип в виде Google формы, либо прототип информационного пространства в учительской, да, где будут собраны все необходимые методические материалы. И на этапе тестирования проверяем наши прототипы на практике, получаем обратную связь, рефлексируем полученный опыт, возможно, возвращаемся опять же на предыдущие этапы, и в конечном результате мы получаем готовое решение, которое увеличит количество позитивных опытов и повысит качество образовательной среды в целом. Вот мы коротко представили основные этапы дизайн мышления и привели примеры, как можно использовать эту технологию для того, чтобы решать какие-то проблемные задачи. И эту технологию вы можете применить также для работы с нашими проектными задачами хакатона. Более подробно с этой технологией вы сможете ознакомиться на наших курсах повышения квалификации. Вот уже в сентябре мы будем проводить курсы по написанию грантовых заявок, секреты успешной заявки на грант. Да, мы один поток уже провели, и возник интерес к подобной тематике, и мы предлагаем эту технологию использовать при решении различных проблемных вопросов. Да. Также мы приглашаем вас на нашу программу профессиональной переподготовки, стратегический менеджмент в образовании. Очень интересная программа, обновленная, и там очень подробно мы будем рассматривать технологию дизайн мышления. Уважаемые коллеги, есть ли у вас вопросы по представленной технологии дизайн мышления? Готовы ли вы использовать ее на практике? Готовы ли вы ее изучать? Может быть, вы ее уже используете? Пожалуйста, какую-то нам обратную связь в чате представьте. Насколько для вас эта технология показалась актуальной? Хотите ли вы более подробно с ней ознакомиться? В чате, пожалуйста, обозначьтесь. Так, коллеги, поактивнее, пожалуйста. Так, у нас уже 25 участников. Да, очень интересная технология. Угу. Готовы, наверное, ее осваивать, да, более подробно и применять в своей образовательной практике. Завершайте. Добрый вечер, уважаемые коллеги, молодые педагоги, друзья. Мы очень рады, что в течение 2 дней вы были активными участниками хакатона молодых педагогов. Нам очень важно, что мы осознали вместе с вами, что профессиональные треки, которые были представлены, они важны для вашего профессионального развития. Конечно, мы ожидаем от вас обратной связи. Мы очень надеемся, что вы с нами будете включаться в нашу деятельность по подготовке уже 2-го этапа проведения хакатона молодых педагогов. Мы еще раз ваше внимание обращаем, уважаемые коллеги, что в этом году хакатон молодых педагогов проходит 2 этапа. Это летняя школа, наша летняя сессия, как мы для себя определили. И в октябре состоится 2-я сессия, в рамках которой мы уже подведем итоги хакатона молодых педагогов.
Уважаемые коллеги, общее количество участников хакатона в этом году достигает уже более 300 участников. Конечно, мы смотрим по подключениям, и мы понимаем, что те профессиональные треки, которые были для вас подготовлены, они станут определенными точками вашего профессионального развития. Мы попытались так сформировать программу хакатона, чтобы каждый увидел не только задачи, которые сегодня стоят перед системой образования, а чтобы осознал, что все проблемы и задачи, они решаемы благодаря именно вашей профессиональной позиции. Ваша активность, ваша заинтересованность и ваше стремление идти вперед – очень важный мотивационный стимул. Уважаемые коллеги, я поздравляю вас, как участников хакатона, именно с тем профессиональным опытом, который вы приобрели. Ну а сейчас мы хотим вам анонсировать те проектные задачи, которые мы вместе с вами будем решать в течение подготовительного периода ко второму этапу хакатона. Уважаемые коллеги, я передаю слово Александру Викторовичу для того, чтобы он представил информационный блок, который находится на сайте хакатона. Сразу хочу отметить, что данный сайт будет функционировать в течение еще 5-6 месяцев, и для вас это будет основной ресурс для построения профессиональной коммуникации. Александр Викторович, вам слово. Уважаемые друзья, поскольку мы заявили формат хакатон, который предполагает все-таки непосредственно решение каких-то определенных проектных задач. И на данном сайте вы видите, у нас есть вкладка «Проектные задания», кликнув на которую вы перейдете в новый раздел, где уже представлено несколько непосредственно задач. Спикеры сегодня и вчера представляли проектные задачи, и на примере одной из них давайте мы посмотрим, что мы можем с вами, во-первых, сделать. Ну, во-первых, мы можем ознакомиться с содержанием, да, данной проектной задачи. У нас в этом содержании обозначены такие моменты, как само, собственно, задание, исходные данные, целевая аудитория, то есть кто может принять непосредственно участие, либо присоединиться к данной группе, планируемый продукт, который будет представлен как раз на втором этапе нашего хакатона, который будет в октябре, и в данном случае руководители или руководитель проектной группы. В этом варианте и Светлана Анатольевна и Вероника Васильевна будут непосредственно руководить данной проектной группой. Также здесь обозначены контакты, обозначен план трекинг-сессии, то есть встреч с руководителями, и загружена непосредственно сама презентация, в данном случае по проекту «Личный кабинет педагогического работника», представляющий, по сути, то же самое содержание проектной задачи. И ниже вы видите под описанием, что ваша задача будет заключаться в том, чтобы вы присоединились, выбрав то или иное проектное задание, к группе, пройдя регистрацию. В настоящий момент у нас регистрация, да, вы видите, только формируется, она будет доступна позже. Вы можете самостоятельно следить за обновлениями, но когда данная функция появится, мы всем участникам хакатона по тем электронным адресам, которые у нас есть в базе, направим данную информацию о том, что можно будет зарегистрироваться. Помимо этого, у вас имеется возможность добавить комментарии относительно возможного содержания, либо предложения, и обозначить уже непосредственно здесь, в этой части, для того, чтобы и руководители проектной группы непосредственно могли видеть данную информацию, ну и другие пользователи тоже могли каким-то образом прокомментировать, либо дополнить какую-то новую информацию. Резюмируя, хочу сказать следующее. Уважаемые молодые педагоги, мы предлагаем вам подключиться, собственно, в атмосферу хакатона, но сделать это немножко раздвинув, так скажем, сроки, да, реализации или представления этих проектных решений.
Для начала мы предлагаем вам ознакомиться с проектными задачами. Во-вторых, мы предлагаем вам присоединиться к какой-либо группе. Вы видите, что у нас обозначены и определенные продукты, у нас обозначены и определенные спикеры и так далее. Да? И, конечно же, мы предлагаем вам принять участие в разработке реальных продуктов, которые будут представлены на втором этапе хакатона. Хочу также отметить, что по положению республиканского конкурса «Первые шаги» участие в данном случае в проектной группе будет непосредственно рассматриваться как участие в этом республиканском конкурсе. И я хочу передать сейчас слово Галине Владимировне, которая представит в данном случае проектную задачу, проектное задание, которое было разработано ей. Пожалуйста. Да, добрый день, уважаемые коллеги. В продолжении задач, которые перед вами поставлены, я прокомментирую еще один профессиональный трек, который вместе с вами будем готовы решать. Он связан, конечно, с формированием команды кадрового резерва и прежде всего направлен на формирование ассоциации молодых педагогов. Я связала данную задачу с миссией по формированию навыков 21 века. Уважаемые коллеги, мне кажется, она будет интересна для тех коллег, которые готовы выстроить свою профессиональную траекторию по направлению управления. Поэтому, уважаемые коллеги, как уже сказал Александр Викторович, каждый руководитель проекта, ментор, мы будем и наставниками, он будет ориентироваться именно на ту команду, которая сформируется. Поэтому, уважаемые коллеги, вот чуть ниже, если вы посмотрите, так вы можете анализировать каждую задачу, вы увидите, что руководитель проекта, он обозначает и результат, и целевую аудиторию, и, конечно, представляет в форме презентации именно те посылы, которые для нас важны, уважаемые коллеги. Поэтому моя задача сейчас обратиться ко всем, кто является участниками именно данного профессионального трека. Я предлагаю проинформировать ваших коллег, ваших профессиональных партнеров и стать активными участниками каждой профессиональной проектной задачи. Почему это важно? Потому что мы с вами будем уже в рамках второй сессии публично представлять результаты данных профессиональных треков. Далее очень важно, что в рамках онлайн-сопровождения, начиная с сентября, у нас будет выстроена совместно с федеральными партнерами форма сопровождения каждой команды. Уже есть договоренности, по крайней мере, вот я сразу анонсирую свою договоренность с федеральными экспертами, которые вместе со мной будут именно работать над результатом, над созданием команды кадрового резерва, связано именно с пониманием того, какие навыки необходимы тем управленцам, которые через 3 года, через 5 лет станут руководителями системы образования в республике, ну и, может быть, в Российской Федерации. Поэтому еще раз мы хотим внимание обратить, что это на проектные задачи, что это направления, которые должны быть для вас интересны с точки зрения, прежде всего, вашего профессионального видения. Поэтому приглашаем вас стать активными участниками. К сожалению, не могу продемонстрировать презентацию сейчас свою, но я думаю, что, коллеги, на сайте такая возможность у вас есть. Поэтому, коллеги, даже сейчас, когда вы зайдете на наш сайт, вы увидите презентацию, может, переставим презентацию. Вы можете посмотреть эту презентацию, и в презентации уже основные треки нашей работы представлены. На что я хочу внимание обратить? Чуть ниже, уважаемые коллеги, обозначена форма регистрации, поэтому мы понимаем, что через форму регистрации у нас будет контактная информация, через которую у нас будет выстроена с вами профессиональная коммуникация. Это очень важно. И, конечно, вот первая наша сессия проектная состоится, я думаю, что где-то на первой неделе сентября, может быть, 10-12 сентября. И мы с вами будем, скорее всего, коллеги, в вечернем режиме.
Вот если есть возможность в чате, нас еще вот какой вопрос интересует, когда вам удобно работать? Вот мы для себя обозначаем, удобно ли вам работать в 16:00, в 17:00. То есть это именно время, которое мы предполагаем должно быть комфортным именно для взаимодействия по решению проектных задач. Что вы думаете по поводу времени? С коллегами обсуждали, с нашим оргкомитетом, поэтому важно, конечно, и ваше мнение. Удобное для вас время работы с наставником, с ментором по решению проектных задач. И что еще важно, Александр Викторович, это включение данных проектных задач в наше конкурсное движение, мы об этом чуть позже еще скажем. Поэтому, коллеги, время, когда вам удобно работать по проектным задачам совместно с региональными, федеральными экспертами, пожалуйста, отметьте. Это будут встречи онлайн один раз в неделю, либо один раз в 2 недели. Мария Анатольевна, у вас тоже есть проектная задача, тоже, может быть, кратко о ней скажете. Так, сейчас нам продемонстрируют презентацию нашей проектной задачи. Так, путеводитель по электронным образовательным ресурсам. Презентацию сразу включим. Итак, исходными данными по нашей проектной задаче являются задачи федерального проекта «Цифровая образовательная среда» и регионального проекта с одноименным названием. Сегодня мы с вами увидели, что в условиях режима повышенной готовности все образовательные организации были переведены на дистанционное обучение, да, но при этом мы видим, что недостаточно методическая и технологическая подготовка педагогов в области использования электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. Но вместе с тем в республике есть определенные ресурсы, да, есть педагоги, которые владеют цифровыми компетенциями, готовы делиться опытом, есть электронный ресурс, который создал институт, это ресурс информационно-методической поддержки. Мы предлагаем вам включиться в наполнение этого ресурса, дополнить тот перечень, который там представлен, и преобразовать его в такой полноценный путеводитель. Этот путеводитель будет включать конкретные рекомендации, видеоинструкции и также описание опыта использования. Да, без вас, без педагогов мы этого сделать не сможем. Целевой аудиторией являются педагогические работники, родители, обучающиеся и студенты, и в качестве планируемого продукта будет выступать вот такой путеводитель по электронным образовательным ресурсам, который будет размещаться на нашем сайте в разделе методической поддержки. Руководители я, Агабова Марина Анатольевна и Вячеслав Алексеевич Лешок. Контакты здесь представлены, и мы планируем проводить трекинг-сессии по средам, да, то есть идея цифровой среды, мы ее воплотим в реальность, это будет реальная среда, и она будет цифровой. Спасибо. Коллеги, еще проанонсирую, у нас будет еще несколько профессиональных задач, одна из них будет связана с воспитанием, с качеством образования, они тоже будут появляться, уважаемые коллеги, на нашем сайте. Коллеги, не видим вашей реакции по поводу времени, удобного для вас, поэтому еще несколько секунд для того, чтобы вы обозначили, когда удобно работать. Я думаю, что в комментариях можете отметить, когда будете записываться в проектные группы. Итак, уважаемые коллеги, еще очень важная информация связана с конкурсом, который мы традиционно проводим в октябре. Сергей Викторович, вам слово. Республиканский конкурс имеет название «Первые шаги», и этот конкурс является региональным этапом всероссийского конкурса «Первые шаги». Буквально, да, очень в скором времени у нас появится в данном случае положение об этом конкурсе, и по базе электронных адресов участников хакатона мы обязательно эту информацию разошлем. Ну и, конечно же, эта информация пройдет через официальные источники, то есть и в управлении образованием, и на сайте министерства, и на официальном сайте нашего Института развития образования. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в этом году мы расширяем список участников. Если традиционно у нас принимали участие воспитатели дошкольных образовательных учреждений, если это были учителя и преподаватели системы профессионального образования и дополнительного образования, то в этом году мы привлекаем еще для участия в конкурсе молодых педагогов-психологов, молодых библиотекарей и молодых классных руководителей. То есть мы расширяем непосредственно спектр участников, что позволит нам действительно увидеть разнообразный опыт, в данном случае, который они представляют или могут представить в рамках своих
проектных методических разработок. Поэтому мы приглашаем вас принять активное участие в этом конкурсе, представить свои разработки, методические разработки. Я думаю, что для особо начинающих, в данном случае педагогов, это будет хороший старт. И, как я уже говорил, все участники, подключившиеся непосредственно к выполнению проектных заданий нашего хакатона, они станут официальными участниками данного республиканского конкурса, поскольку задания хакатона они будут выведены в самостоятельную номинацию. Поэтому приглашаем вас. У вас есть хорошая возможность проявить себя и в выполнении проектных заданий, и непосредственно в участии в данном республиканском конкурсе. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемые коллеги, хакатон молодых педагогов «Учитель будущего» формируется сегодня, завершается. Мы очень рады, что молодые педагоги, а это прежде всего педагоги до 35 лет, сегодня включены в активное пространство формирования своих не только профессиональных компетенций, но и карьерных стратегий. Коллеги, мы благодарим вас за то, что вы поддержали инициативу Комреспубликанского института развития образования, принимаете участие в столь важных профессиональных событиях по сопровождению молодых педагогов, и мы понимаем, что вы включены в проект «Учитель будущего». Но напоминаем, «Учитель будущего» формируется сегодня. Коллеги, спасибо вам. Те аплодисменты, которые сейчас будут от нас троих, от организаторов звучать, ваш адрес – это слова благодарности от нашего института. Коллеги, спасибо вам. До новых встреч. Спасибо.